Это Тандыр Медиа, меня зовут Дмитрий. Я расскажу вам о событиях и людях Кыргызстана так, как не расскажут на государственных каналах. Всем вам терпения, мира и благополучия. Ситуация, когда на ошибках не учатся. Очередная трагедия. 3 детей провалились под лед на озере и погибли. Произошло это в селе Джанипахта Сокулукского района. 4-летние дети играли на льду у береговой линии водоема. Тонкий лед треснул, и дети утонули. Еще один ребенок был на берегу, побежал за помощью к матери. Там вызвали скорую, но было уже поздно. Напомню, всего 5 дней назад подобная трагедия произошла в жилмассиве Бакай-Ата Бишкека. 2 детей, девочка 9 лет и 6-летний мальчик, гуляли по льду замерзшего пруда, провалились под лед и погибли. Оба эти водоема не были огорожены. Как еще страдают дети Кыргызстана? В селе Чирак, это Джетеугузский район, учитель физкультуры избивал учеников. Видео опубликовало агентство «Кактус Медиа». В общем, реформа образования, в результате которой, по уверениям Эдиля Байсалова, мы получим совсем других людей, совсем другую нацию и совсем другой Кыргызстан, пока еще проявляет себя вот в таких омерзительных сценах. К счастью, были приняты меры. Учителя физкультуры привлекут к ответственности по статье «Побои» Кодекса о правонарушениях. Впрочем, наказание для него будет почти символическим. По этой статье ему грозит 40 часов общественных работ, либо арест на срок от 3 до 7 суток. От реформы школ общеобразовательных к реформам автошкол. Кратко напомню, все частные автошколы в Кыргызстане лишены лицензий и права заниматься своим бизнесом, который они строили долгие годы. Теперь отучиться на права можно будет только в государственных автошколах. Разумеется, владельцы частных автошкол, а их более 270, пытались возмущаться и добиться сохранения своего бизнеса. В итоге вчера были арестованы 2 владельца частных автошкол. Одного из них за то, что он якобы призывал к массовым беспорядкам. Статья, уже ставшая традиционной. Аресты охладили всех остальных, и сегодня на встречу с ними приехал сам президент Садыр Джапаров. Тональность разговора была уже явно снижена, да и говорил в основном сам глава государства. 275. 275. О, buna görüyor. Ben 100 dep жүрдüm. 275 жеке автомобилдер окуткан. Окут, жеке школдар. Силер жекелерден окуп келдиңер да барыңар, э? 2,5 ай окудуңарбы? Бир категориясын алыш үчүн, э? Жеке жактардан 275 мектеп бар экен. Жакшы окутпайт, билебиз аны. Эгерде адам өзү ниет кылып жакшы окугандар болсо араңардан бир эле жолу, же болбосо 3-4 жолу келип тапшырып өтүп алып атасыңар. 20 жол өтпөй дагы отургандар бар мына. 20 жол, э? Билесиңерби, барбы ошондой тааныштарыңар? Жок. 20 жолу айтчы, барбы сенин тааныштарың? 20 жолу келип 21 жолуга кетти кайра мынакей. А эгерде мурунку заман болгондо жеке школдун немелери акча алып туруп акырын адам фактор аралашып коррупция. Аны өткөрбөймөк. 5-6 жолдан кийин эле өтмөк да. Азыр мына көрдүңөр, бүгүн искусственный интеллект кирип, ошондуктан мүмкүн эмес азыр мурункудай. Эми биз муну эмне үчүн кылып атабыз? Анткени биз деген бир күн менен, бир жыл менен, 5-10 жыл менен жашабашыбыз керек да. Биз түбөлүктү түзүп кетишибиз керек. Биздин келечек муун, бала чакаларыбыз, небере чөбөрө, тыбыра, томпок, тоңкок жакка чейин мыйзамдуу, коопсуз, адилеттүү, анан кийин калыс өлкөдө жашаш керек. Прилетело от президента и депутатам Джугурку Кенеша, которые пытались вступиться за сохранение частных автошкол как сферы предпринимательства. Бир элдер чыгып, бир 100 киши, 200 киши чыгып эле бир маселени көтөрүп эле кыйкырып калса эле, чуркап келип эле микрофонду элей калып туруп, эптеп ошол теманы айтып, анан элге жакшы көрүнүп калыш керек да. Шайлоочуларына же элге жакшы көрүнүп. Ал маселе туурабы, туура эмеспи, мамлекет үчүн пайдабы, зыянбы, ал уруп ойнобойт да.
келип эле кыйкырыш керек. Жок, 3 айга кылгыла, 2 айга кылгыла, калтыргыла, анан мындай, анан акмаксыңар, эл душманысыңар деп. Как будто ол элдин адамы, а биз элдин душманы мамлекет. Ошон үчүн дагы бир жолу депутаттардан суранып кетет элем. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жети өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу эмес элем. Уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп, далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, келгилер деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп, анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жакка отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам. Уже упомянутый в этом выпуске зампредседателя Кабмина Эдиль Байсалов дал большое интервью агентству 24KG. Напомню, Байсалов курирует социальный блок правительства, что не помешало ему порассуждать о вопросах политических, о том, как он сам прошел путь трансформации от парламентаризма до абсолютной поддержки сильной президентской власти. Но при этом особо подчеркнул, что у нас допустима абсолютно любая критика власти. Какая критика тогда позволительна в современном Кыргызстане, если та или иная часть журналистов подвергается нападкам, если там акыны тоже как-то не могут даже через свое творчество какое-то свое мнение критическое выражать? На ваш взгляд, какая сейчас критика власти, критика происходящего допустима в нашей стране? Абсолютно вся. У нас свободное государство, у нас свобода слова и мнения, и каждый гражданин Кыргызстана имеет свободу иметь мнение, отличное от мнения руководства или кабинета министра, прочее. И это абсолютно, не надо утрировать, как будто бы якобы у нас какое-то тоталитарное общество. Ни в коем случае. Я абсолютно согласен с Байсаловым. Каждый гражданин в Кыргызстане имеет право иметь свое мнение. Но вот озвучивать это мнение вслух, и тем более в соцсетях, дело рисковое. 2 владельца автошкол, которых арестовали буквально вчера, мои слова могли бы подтвердить. Но Эдиль Байсалов считает, что это просто воспитание общества. Это все переходное, это все, я так и называл, когда кое-кого там посадили, там еще, я несколько раз говорил, это воспитание. Это воспитание, чтобы мы все смогли как-то понять, что важно, что не важно. Кстати, тот же Эдиль Байсалов полгода назад советовал вернуться в Кыргызстан журналистке в изгнании Лейле Саралаевой и уверял, что ей ничего не угрожает. А позже выяснилось, что на нее в тот момент уже было возбуждено уголовное дело по той же дежурной статье о призывах к беспорядкам, и что она объявлена в розыск. И если бы она вернулась, ее бы тут же арестовали. Еще об интервью Байсалов заверил, что на следующих выборах победит, конечно же, Садыр Джапаров, а еще рассказал, почему растут цены. Как с этими цифрами быть? Как быть с мнением народа, что жизнь дорожает быстрее зарплат и жить становится все тяжелее? Я хочу сказать, что ощущение, конечно же, оно есть, действительно. Ну и цифры, не только же ощущения. Действительно дорожает, действительно это такое есть. И я вам хочу сказать, что правительство и мои коллеги, особенно Адылбек Алешевич Касымалиев, первый заместитель премьер-министра, Данияр Жолдошевич Амангельдиев, они, конечно же, то, что инфляция, это самая главная угроза. Я хочу одно сказать. То есть отрицание того, что нету никакого, я такого не говорить не буду. Естественно, вот это все есть. Но я вам хочу сказать, что реальный, не просто номинальный, а реальный рост благополучия нашего народа, повышение зарплат, повышение пенсий, повышение доходов, создание рабочих мест, которые оно реально, оно не только номинально, оно реально, и оно превышает то, что вы говорите, повышение цен, инфляцию и дороговизну. Почему люди тогда этого не чувствуют? Это потому что люди, мы все,
Я хочу, чтобы меня правильно вы понимали. Да? Вот, то есть этот факт, вот вы говорите про этот факт, а я вам могу сказать, что тот факт, который вы также можете легко свериться, то есть реальный рост зарплат, он выше роста инфляции. А чтобы Байсалов не обвинил нас в том, что мы вырываем его фразы из общего контекста интервью, я оставлю ссылку на полную запись интервью в описании к этому выпуску. Посмотрите внимательно и напишите в комментариях, что вы думаете по поводу его ответов. В Джигурку-Кенеше сегодня повздорили депутаты Кылбек Туманбаев, тот самый, который сват президента Садыра Джапарова, и замминистра строительства и ЖКХ Талант Иманкул-Улу. Туманбаев обвинил Минстрой в затягивании сроков строительства объектов, отсутствии чистой питьевой воды в ряде сел. Затем началась перепалка по поводу строительства больницы в городе Каракол, которую почему-то Минстрой не строит. Каракол обл больницанын котлованы казылганына канча жыл болду? Каракол обл больницаны сиз мына ачык айтып коюңуз. Ким салып баштады эле? Жок, ким салып баштаганын билбейм. Былтыр сиз да болгонсуз. Нурдан Кемелович дагы ошол жерде президентибиз тапшырма бергенде сиз да болгонсуз. Жок, барган. Эмне болду? Айтыңыз. Сиз айтканда котлованды кашып баштаганда ушул Минкурулуштун жоопкерчилигинде беле сиз ачык айттыңыз үч жерден. Жок, Минкурулуштун көзөмөлүндө эмес болчу. Былтыр сизге өттү да. Сизге өттү да. Минкурулуштун көзөмөлүндө. Былтырдан бери эмне болду? Айтыңыз. Эмне иш жүрдү? Минкурулуштун көзөмөлүндө болчу. Былтырдан бери эмне иш жүрдү? Эми көзөмөлгө алып туруп сиз менен акылдашып туруп, ошол биз ойлогондой больницаны жанына чоң больница салалы деп сиз менен акылдашпадыкпы, туурабы? Жок, кана эмне болду? Бир жылдан бери эмне болду? Эмне иш жүрдү? Кана болгондо ошол жактагы айыл өкмөттөр жерди трансформация кылып өткөрүп бергенден жазында ишти баштады. Жок, айыл өкмөт эмес. Ошол жерде котлованын платформасы курулуп калган. Сиз ошол жерде болдуңуз. Нурдан Кемелович болду. Эмне иш жүргөн жок былтырдан бери? Айтыңыз, ошону айтыңыз. Акылбек Тогузбаевич, эми Азыр айтып атасыз, котлованы казылып, бир жылдап турган жок дедиңиз. Бир жылдап туруп. Мына калп айтып атат. Мына ачык айтыңызчы. Ошол жерге Минкурулушка акча бөлүндү беле же бөлүнгөн эмес беле? Бөлүнгөн эмес да, туурабы? Кандай Кайсы акча бөлүнгөн? менен сала аланы? Билбейсизби? Могул чында акча бөлүнбөй атат. Каякта берилген да. Эми ошол акчасы бөлүнсүн да. Талант мырза, кыйкырбай мындай жайыраак сүйлөсөңүз. Эмоцияга алдырбай. Ошол жерде өзүңөр бардыңар, Нурдан Кемелович специалисттериңер менен чогуу бардыңар. Эмне иш жүрдү? Жүргөн жок. Наоборот, чогуу барып, котлованы менен. алып ошол объекттин албадык, Алтыбек Тогузбаевич. Эми сиз өзүңүз эчип барып, биз ошону алдык го. Буга чейинки Жок, алган менен иш жүрбөй атпайбы? Бир жылдан бери иш жүргөн жок да. Жүрдүбү? Айтыңыз. акчасы бөлүнө элек болот атпайбы, Алтыбек Тогузбаевич? Акчасы бөлүнбөсө эмне кылып салалы, айтсаңыз? Аны силер айткыла да. Мына айт. Келгиле айткыла, акча бөлүнбөй атат, курулуш жүрбөй атат. Жардам бергиле. Мен бюджеттен акча бөлүнгөн жок, быйыл да каралган жок. Быйыл да каралган жок дагы. Быйыл акча каралып, мына бюджетти бекитип бериңер, мына переченге кирдик, Алтыбек Тогузбаевич. Ошол жерди баштайбыз. И сегодня же замминистра строительства объяснил, откуда берутся зарплаты в 500 тысяч сомов у сотрудников Минстроя. О таких зарплатах в одном из интервью недавно рассказал министр Нурдан Урунтаев, чем поверг в справедливый шок не только наших зрителей, но даже и депутатов. Заместителю Урунтаева пришлось сегодня подробно объяснять, в чем дело. Например, Нурлан Чуроев за месяц получил 477 368 сомов. Он сделал топосъемку более 4000 гектаров. Не каждый может так работать, потому что специалисты по топосъемке фиксируют все, от подземных кабелей до труб. Только после этого начинается строительство. Не все в министерстве получают по 500 тысяч. Такие суммы получают архитекторы и технологи. При строительстве объектов здравоохранения в Кыргызстане нужны технологи. По всей стране их всего 8 человек. Мы зависим от них. Например, в нашем министерстве работает 45 человек. Если не считать зарплаты из Министерства финансов, то 2236 человек не получают от государства ни сома. Это единственное министерство, которое не считается полностью содержащимся за счет бюджета. Оно не получает ни одного сома от Минфина. Оно само себя обеспечивает. Кроме того, оно платит налоги государству. Приведу один пример. Помимо самообеспечения, департамент перечисляет в бюджет 68 миллионов сомов налогов. И здесь замминистра невольно подтвердил версию о том, что Минстрой вместе с госипотечной компанией превратились в самый настоящий государственный бизнес, которым занимаются государственные бизнесмены. Причем бизнес с претензией на монополию на рынке. Точно так же и государственные автошколы – это тоже бизнес государства, но уже не с претензией на монополию, а реальные монополисты, так как частные автошколы теперь под запретом. Я объяснил эту ситуацию чату GPT и попросил дать точное описание того, что происходит. И вот ответ искусственного интеллекта.
Авторитарный государственный капитализм – это наиболее точное описание текущей модели Кыргызстана. Что это означает на практике? 1. Государственный капитализм. Государство усиливает контроль над стратегическими отраслями – энергетика, таможня, логистика, добыча. Расширяет влияние через госпредприятия и приближенные компании. Вытесняет независимый бизнес. Формально рынок есть, реально доминирует государство. 2. Авторитарный компонент. Экономический контроль сочетается с ослаблением судов, давлением на СМИ, ограничением политической конкуренции, выборочным применением законов. Бизнес зависит не от правил, а от лояльности. Не знаю, прав чат GPT или нет, пишите в комментариях, насколько по-вашему точным или неточным получилось такое описание ситуации в Кыргызстане. Но ситуация в Министерстве строительства, которая, как выяснилось, само себя окупает, встревожила депутата Куванычбека Кангантиева. Он является председателем профильного комитета Джугурку Кенеша. Уважаемые коллеги, Ахалбек Таузбаевич, вот сейчас прозвучало, что 2000 сотрудников на самообеспечении. Я считаю, что принципиально необходимо этот вопрос рассматривать на правительственном часе. Сейчас, секунду. Почему? Потому что орган, который имеет контрольные распорядительные функции, на сегодняшний день сам себя обеспечивает. Это к чему может привести? Это может привести, во-первых, к монополии. Во-вторых, это может привести к коррупции. Я не обвиняю сегодня вас, я говорю о рисках, которые возможны. Потому что, ну давайте тогда МВД на самообеспечение переведем, прокуратуру, у всех, у кого есть контрольно-распорядительные функции. И пусть они все сами себя обеспечивают. Мы же знаем, к чему это приведет. И тем более история знает уже такие случаи, когда в свое время в прокуратуре были спецсчета. Почему их отменили? Потому что прокуратура, делая проверки, в первую очередь речь шла о пополнении спецсчета. Мы помним вот эти все знаменитые энергозачеты в Министерстве финансов, когда был специальный спецсчет, на который шли отчисления. И за счет этих спецсчетов были надбавки, премии и так далее. Я думаю, что это прецедент. Сегодня Министерство строительства скажет, завтра Минэнерго скажет, а давайте мы тоже на самообеспечение перейдем. И все, у кого есть функции распорядительные и контрольные, могут воспользоваться этим правом. Поэтому я думаю, сам принцип неправильный. Я за то, чтобы специалисты высокого уровня, которые считанные, как сейчас сказал замминистра, должны получать достойную зарплату. Об этом никто не спорит. Они у нас считанные, мы их привлекаем, они должны получать эту зарплату. Но сам принцип распоряжения финансами и самое главное, каким образом они получаются, необходимо пересматривать. Поэтому я предлагаю от имени комитета этот вопрос на пленарном заседании также рассмотреть. В Таласской области задержан заместитель районного прокурора. Операцию провели сотрудники ГКНБ. По версии следствия, прокурор систематически вымогал у осужденных к пробации и штрафам крупные суммы денег, угрожая реальным сроком. Задержание провели после передачи вымогателю 140 тысяч сомов. Қаншадан өздершті келе? 70 mi? Өздершті көпісті. Мен 70 оққанмын. Қаншаметлі жетпішті. Күнді көздершті келе? Меңден, а? А, мен біле, а, білсен? Қача, оңқыты мен. Мен тегілерген сен бұл. Өзім өділі баш естіген мейлен нақтысында. Мен біле жоқ. Оғанда мен контекті займал жатыр үшілі. Соғысында бәс соғысында. Сосын беріп беріп ертең түске шейін болады точно? Өзі соққылап қалған.
Самый работящий и в то же время самый медийный мэр в Кыргызстане. Разумеется, речь идет о мэре Ашаджи Нишбеке Токторбаеве. Сегодня с позаранку, ни свет ни заря, собрал свою свиту и нескольких операторов с камерами и во тьме ночной отправился к автовокзалу. Досталось местной заправке «Партнер нефть». Мэр потребовал пересмотреть законность ее размещения в этом месте. По его мнению, она может представлять угрозу безопасности. Затем прилетело руководству автовокзала за мусор на прилегающей территории. А еще прилетело старому и глубоко несчастному дереву, которое, по мнению мэра, жить уже больше не способно. Уже ескири уже не болгон эме. Биялма эмне керек бар бул жерге? Кара, мол жерде кара, мон бардакты кара, ай Нурлан. Sen işten kelbeye kalıp duracakçı. Mağaraç. Moğun kara. Moğun karaç. Mağara. Ah tamam görür. Moğun. Karaç bunu. Kaçandan beri moğucada kara bunu. Kaçandan beri cadı kara. Böyle karap koyuyorsun moğun kara bunu. İşteme yok da. Sen bu iştemeysin desem. Emele ortağa şöyle. Вытряхнув из ведра мусор прямо на землю, градоначальник потребовал навести порядок на прилегающей территории. И в конце нашего выпуска, по традиции бантик, сотрудники УПСМ задержали юного блогера, который катался на санках, прицепленных к машине. Парень решил не только получить удовольствие от быстрой езды, но и хайпануть своим видео в соцсетях. В итоге сам же себя и спалил. Сотрудники УПСМ задержали блогера и провели с ним разъяснительную работу. 1 февраля 2026 года в час ночи гражданин Асан вместе со своим братом выехали за окраину города Бичкек и катались на санке, завязав тем самым на транспортное средство. Мы хотим обратиться к каждому водителю, ну и к ребятам. Так нельзя делать, это в первую очередь ваша безопасность. Вы тоже можете что-нибудь сказать? Да. Но в целом это, понятное дело, опасно. У нас это было под контролем, но в любом случае за то, что у меня медийная личность, некоторые люди могут повторить за мной, и несчастные случаи могут из-за этого происходить. В любом случае, соблюдайте закон Кыргызстана, мы любим и уважаем нашу страну. Впредь не нарушайте правила дорожного. Все хорошо. Спасибо большое. Сейчас автомашина официально на штрафстоянке и выписанный протокол от наших сотрудников. У меня на этом все. Берегите себя и своих близких. А для полноты картины советую также посмотреть выпуск новостей на кыргызском языке с Перизат Саидбурхан. А заодно подписаться на канал Тандыр Медиа Кыргызча, чтобы не пропускать свежих выпусков на родном языке. Ссылка на него есть в описании. Жду ваших комментариев. С удовольствием их читаю и готов ответить там на ваши вопросы. Всем вам мира и благополучия.